Здравствуйте, уважаемые участники вебинара по анализу олимпиадных заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. Приветствую вас от имени регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми. Это у нас предпоследний вебинар по истории. Заключительный будет по обществознанию через несколько дней. Рядом со мной находится Любовь Анатольевна, председатель жюри регионального этапа Олимпиады по истории. Любовь Анатольевна представит разбор олимпиадных заданий, расскажет о типовых ошибках, на что обратить внимание при подготовке к олимпиадным заданиям в следующем году и на чем сделать акценты при подготовке к олимпиаде, к школьному муниципальному этапу. Итак, Любовь Анатольевна, вам слово, пожалуйста. Добрый день. Итак, во-первых, я хочу сказать, что мы сначала разберем с вами первый тур Олимпиады по истории. И здесь нужно сказать, что и для 10-11, и для 9 первая часть была одинакова. То есть вопросы были одинаковые. Разница только в 3 вопросах, и поэтому слушайте те, кому интересно результаты 10, 11 и 9. Те вопросы, которые будут отличаться, я позже скажу. Итак, 9 тур, 9 класс и 10, 11 вместе. Вот первое задание, оно представлено у вас на карте. Представлена карта, представлены характеристики историка Ключевского, на карте номера городов, столиц княжеств. И были такие задания. Определить, о каких князьях идет речь, заполнив таблицу. Определить, при каком из охарактеризованных выше князей в какие годы именно так, как показано на карте, распределялись важнейшие города Руси того времени. И указать названия пронумерованных городов в таблице. То есть таблица предполагала 3 столбика, и здесь очень четко прописаны ключи, чтобы все совпадало. И характеристика, и князь, и город, столица, которая обозначена на карте. То есть на определении. Поэтому никаких там своих каких-то мнений здесь быть не может. То есть составители вопросов позаботились о том, чтобы все было четко. Поэтому получил каждый столько баллов, сколько есть правильных ответов. И все это соответствует ключам. И у 10-11 класса, и у 9. Второе задание было достаточно сложным. Вот второе задание, вы видите на карте, нужно было познакомиться со списком и попытаться разбить его на 4 логических группы. Лишь немногие справились с этим заданием. Нужно было выделить ханов Печенегов, ханов Половцы, ханов Золотой Орды и темников Золотой Орды. Причем там некоторые написали Чингизидов или Чингисхана, мы их отнесли. Вот ханам Золотой Орды засчитали за правильный ответ. Выделяли совершенно другие вещи, те, кто были правителями, кто не были правителями и так далее. То есть тоже все должно соответствовать. Ханы Печенегов 1 и 7, ханы Половцы 2, 4, 6 ответы, ханы Золотой Орды 3, 5, 9 и темники 8, 10. Третье задание очень интересное, на перевод с старославянского, слова и выражения, которые современный читатель может увидеть в литературных произведениях. Вот первое. «Ашую нас вороний камень» и «Одесную нас узмей». Надо было перевести, что значит «ашую» выделенное слово и «одесную». «Ашую» левая рука, по левую руку от нас вороний камень, по правую узмей, то есть левая и правая. И этимологию слова шуйца, десна, то есть левая рука и правая. Ну и надо было сделать перевод. Те, кто сделали, тоже очень немногие, но есть те, кто справились, и это правильно, они получили свои баллы. Второе на перевод тоже. «И верия моя, доколе будешь ты послушно выгнуть верме изнемогая». Объяснить значение и происхождение слов. Выгнуть, то есть покоряться, быть подчиненным. Тоже надо было перевести. Те, кто по смыслу правильно ответили, они получили свои баллы.
и помчались в Палестину крест на раменах. То есть надо знать, что такое рамена, это плечи, правильный перевод, и прямое значение происхождения выделенных слов. Речь идет о принадлежности к крестоносцам, крестовым походам. Тоже немногие справились, но есть. Наверное, всего лишь 1 или 2 человека ответили правильно на 4-й вопрос. Кто автор отрывков, которые вот приведены в тексте? Нужно было определить эти отрывки, дальше фрагменты с указанием даты и точностью года отнести к каким-то событиям и ответ оформить в виде таблицы. Очень сложное задание, и практически единицы с ним справились. Причем надо сказать, что очень многие в этих событиях усмотрели и события 18 века, некоторые даже 19-го, на самом деле это все 17 век. И были там ответы, связанные с русско-шведской войной, надо было обязательно указать дату, Кардильский мир, 1661 год, Медный бунт, 1662, начало русско-турецкой войны, 1677, можно было принимать 1676. Первая неудачная осада Чигирина турками, 1677, сдача Чигирина, 1678, Крымский поход Голицына, 1687, второй Стрелецкий бунт, 1689, и первый Азовский поход, 1695. Очень немногие, некоторые указали по 1-2 верных события, они тоже были зачтены, там каждый правильный ответ засчитывается баллами, но не все далеко поняли, потому что действительно специфическая характеристика, в некоторых четко указано и можно определить события, в других надо догадываться по каким-то косвенным признакам, поэтому справились не все. Далее был интересный тоже вопрос, связанный с соответствием формы служащих на флоте, значит, современнику, флотоводцу, и нужно было показать, значит, назвать фамилию известного флотоводца, изображенного на портрете, в соответствии, фамилию соответствующую изображению, и дальше указать из 6 предложенных рисунков ту форму, которая соответствовала жизни этого флотоводца. Там был Макаров, Ушаков, Нахимов, Лефорт. Тоже далеко не все с этим справились, но половина примерно справилась, и это похвально, и получили свои баллы. За каждый верный ответ они могли получить по 1 баллу. Полностью, если бы ответили все правильно, 4 балла было бы у них. 6-й вопрос, и тоже для тех и для других, и для 9, и для 10, 11 балла, был связан с источником. С источником. Во-первых, были показаны 2 таблицы, 2 статистических таблицы. Они вот есть, первая таблица и вторая. Первая таблица – число помещиков по 3 стратам, вторая – число крепостных. На логические рассуждения, непосредственно на исследовательские навыки этот вопрос. Здесь требовалось назвать 2 важнейших законодательных акта времен Петра I, которые касались сословного статуса и собственности дворянства. Практически назвали правильно все. Но за то, что они назвали правильно табель о рангах и другой документ, указ о единонаследии, там даже дату не требовалось приводить, баллы они не получали. Потому что второе задание, в этом же вот в первой части, нужно указать цель данного указа, основную цель, которую преследовал каждый указ. И вот если табель о рангах имела цель повысить мотивацию к службе путем присвоения дворянства уже с 14 ранга на военной службе, то указ о единонаследии преследовал цель прекратить дробление имений путем запрета наследовать владение более чем 1 сыну. Некоторые просто написали принцип майората, другие, наоборот, указ о единонаследии
считали мотивация к службе, хотя косвенно там есть, но есть основная цель – прекратить дробление имений. Поэтому, если вот не было четко прописано важной цели, смысловой, которая выделена жирным, вот в данных ключах, которыми мы руководствовались, мы уже баллы поставить не могли. Затем идет третье задание, то есть второе. Какую особенность во взаимоотношениях верховной власти и дворянства в период дворцовых переворотов отражают данные таблицы? Подтвердите ее сведениями обеих таблиц. Вот должна сказать, что ребята, конечно, не научены работать с таблицами, и это действительно сложно. Я даже хочу сказать, что и студенты не всегда с этим бы справились, но на то она и олимпиада, чтобы дифференцировать лучших и отобрать их. Так вот, значит, нужно было ответить на второй вопрос. Какую особенность во взаимоотношениях верховной власти и дворянства отражают таблицы, и подтвердить сведениями обеих таблиц. И вот надо было здесь сказать, что особенность заключалась в массовых раздачах государственных крестьян. Принималась и такая формулировка, как фаворитизм придворной знати, крупному дворянству в этот период, раздачи фаворитам земли. Вот. И за верно названную особенность присваивался 1 балл. Если эта особенность подкреплялась данными из одной таблицы, то еще баллы получали ребята, если верно они интерпретировали. Если подкреплялась из второй таблицы, то они полностью получали за это 3 балла. То есть надо было сказать, что численность верхней страты в результате этой особенности выросла почти в 2 раза, процентная доля их удвоилась. И из таблицы 2 видно, что в этой страте сильнее всего увеличилось общее количество принадлежавших этой высшей страте крепостных в 2 раза. Вот не все, конечно, могли это усмотреть, и выросла доля принадлежавших крепостных этой высшей страте, этим фаворитам. Да, достаточно сложно. Ну и вот третье задание. Какие направления в политике Александра I и Николая I в отношении сословного статуса и собственности дворянства отражают данные таблицы? Назовите 3 направления и подтвердите каждое количественными показателями таблиц. Почему-то большинство искали общее, что одинаково и у Александра, и у Николая. На самом деле не все так просто. Вот направление первое. Запрещение Александром I раздачи государственных крестьян дворянству. И нужно подтвердить, согласно таблице 2, в 1833-58 произошло сокращение численности крепостных, принадлежавших высшей страте в целом, либо количество крепостных в среднем на одного помещика в высшей страте. Направление второе, которое нужно было отметить. Ограничение или отмена крепостной зависимости для отдельных категорий крестьян. Указ о вольных хлебопашцах, об обязанных крестьянах, отмена крепостного права в Прибалтике. И подтверждение, согласно таблице 2, в 1833-58 годах произошло сокращение общего количества крепостных, принадлежавших дворянам. Вот это второе направление многие указали. И третье направление. Юридическое затруднение перехода в дворянское сословие при Николае I. Повышение необходимого ранга в табеле и образование сословной группы почетные граждане. Подтверждение следующее должно быть. Согласно таблице 1, в 1833-58 годах произошло заметное сокращение численности и процентной доли дворянства низшей страты. То есть за каждое верно приведенное утверждение можно было получить 1 балл. Достаточно сложный вопрос, и вот в целом все это 6-е задание с документами, с таблицами, с указанием целей, особенностей предполагало 10 максимальных баллов. 7-й вопрос. 7-й вопрос, вот он уже, да, он касается уже здесь только 9 класса. Заполните пропуски и вставьте соответствующие буквы в тексте «Россия XVII века в цифрах».
Я надеюсь, вам видно этот текст. Вот там нужно было указать, что численность населения России к концу 17 века составляла около, там надо было привести соответствующий ответ В, 10,5 миллионов человек. О размерах территории говорит так тот факт, что путешествие посольства из Москвы в Китай и обратно заняло около 3 лет. Б. Эта обширная территория делилась примерно на 250 уездов. Ж. Органами Центрального управления были приказы, число постоянно действовавших из них состояло к концу столетия, составляло около 40. Г. В них служило около 3000 З государственных людей, приказных служащих. В конце 17 века был утвержден первый известный нам государственный бюджет страны. Он составлял, ответ А, 1,2 миллиона рублей. Большинство расходов в нем, около 63%, Д, предусматривалось выделить на вооружение и содержание армии. Общая численность войска составляла при этом 165 тысяч ратных людей. Е. Ну, тоже все четко. Кто справился, тот получает баллы в соответствии с ЕГЭ. По 1 баллу, да, за каждую верно заполненную таблицу. Восьмое задание предполагало фрагмент. Затем нужно было определить, кому принадлежит этот фрагмент, и найти соответствующий портрет, который представлен дальше в задании под буквами. Буквенное обозначение портрета. То есть цитата, номер цитаты, затем фамилия, которую нужно было определить, и, соответственно, портрет исторического деятеля. За каждую правильно заполненную строку присуждалось по 1 баллу. Здесь, наверное, половина вот этих ответов, она была у большинства заполнена. Конечно, далеко не все, но половина, иногда 80%. Так, чтобы все угадали всех, и угадали или нашли соответствие. Такого не произошло. Ну, тоже непростое задание. 9 задание, оно было одинаково и для 10-11 класса, и для 9. Значит, речь идет о чем? Вы видите на таблице карту, которая приведена с цифрами, обозначавшие города. Следующий фрагмент к этому заданию идет изображение памятников, монументов, монументальных композиций, которые буквенные обозначения имеют. И далее идет текст, который характеризует то или иное событие, которое касается изображенных городов на карте. И вот нужно было соотнести название города на карте, соотнести ту характеристику текстовую, которая относится к этому городу, и тот монумент, который в честь этого события или событий расположен, воздвигнут в этом городе. 3 зависимости. Целая таблица. Был один только ответ в 10 классе, один ответ, который полностью получил один участник 13 баллов. Большинство где-то 1, 2, 3 угадали. Ну, может, 20% угадали половину. Угадали или нашли соответствие. Может, кто-то гадал, может, кто-то знал. По-разному. Это олимпиада, это тест. Так, следующий вопрос касается только 9 класса, 10 вопрос. И задание заключалось в том, во-первых, идет текст. В феврале 1598 года на Земском соборе царем был избран Борис Годунов, и нужно определить, какие города к этому моменту были в составе российского государства, а какие нет. Тоже надо было в таблице записать. И речь идет, значит, о том, что нужно было выбрать города
Царицын, Чернигов, Архангельск, Ивангород, Тобольск, Смоленск. Какие не входили, тоже нужно было указать. Полоцк, Юрьев, Царев, Борисов, Киев, Нарва, Томск. Их нужно было указать в другом столбике. Это был правильный ответ. Ну вот даже если не все указали, там какие-то баллы причислялись. Если 1-2 верных ответа 1 балл, 3-4 верных 2 балла, 5-6 3 балла и так далее. Максимально можно было получить 6 баллов, максимальное количество баллов тоже, насколько я помню, никто не получил. Следующий ответ, вопрос 11. 11, он касается и 10-11 класса, и 9. В росписи какого храма не мог принимать участие Андрей Рублев, надо было выбрать. Далее идет другие вопросы. Какое море пересек, не пересек во время своего знаменитого хождения Афанасий Никитин. Какую из башен Московского Кремля не мог видеть Сигизмунд Герберштейн. В общем, надо было выбрать один. В первом случае это собор Донской иконы Божьей Матери, во втором Азовская, в третьем Царскую башню, в четвертом, пятом и тут 11 вопросов. Нужно было выбрать один из 4 предложенных вариантов. Тоже далеко не все справились, далеко не все. Может быть, 50% смогли что-то сделать, но так, чтобы все правильно, тоже ни у кого нет. Ни у одного человека. Так, это что касается 9 класса. Теперь в первом туре 10-11 класс имел еще 3 вопроса, которые не совпадали с 9-11 классом. Прежде всего, это 7-й вопрос. 7-й вопрос 10-11 класса. Значит, 7-й вопрос следующий. Фрагменты из дневника и мемуаров чиновника, которые описывали деятельность государственных дум начала XX века. Нужно было ознакомиться с этими фрагментами и определить, к какой думе относится каждый из фрагментов. И ответ тоже оформлялся в виде таблицы. Ну, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я. Ну и, соответственно, вот если 1-2 верных ответа 1 балл, 3-4 верных 2, 5, 6, 3, 7, 8, 4, 9, 10, 5 и 11 верных ответов 6 баллов. Перечислять все, я думаю, смысла нет, но есть верные ответы, каждый выделялся верный, даже если второй был неверный, допустим, в первой думе относили там Д, З, А, если Д верный, мы его выделили кружком, он уже был как правильный ответ и засчитывался. Так, теперь еще в 11 классе был 8-й вопрос. 8-й вопрос, он тоже был связан с конституциями, уже с конституциями советскими, российскими. Нужно было, во-первых, в таблице указать все конституции, это 18-го года, 24-го, 36-го, 77-го и 1993 года. И дальше выбрать из предложенных те тексты статей, которые входили в эти конституции. 18-й год, 2-я и 3-я позиция соответствует 24-му, 1-я, 7-я и 9-я. 36-й год, это 4-я, 7-я и 8-я. 77-й год, 6-я, 7-я, 8-я, 10-я. И 93-й год, 5-я и 11-я. То есть некоторые позиции, они были характерны для нескольких конституций. Вот. Ну, тоже справились не все, но 80% указала верно все конституции, которые было. Были те, которые почему-то забыли 36-ю конституцию, очень важно. Были ответы, где вместо 77-го 75-й писали, вместо 93-го года 91-й. Естественно, это уже неверный ответ, поэтому и, допустим, соответствие, скажем, статей этой Конституции, оно не учитывалось, потому что сама Конституция датирована неверно. Так, и еще для 3-й вопрос, который был только для 10-11 класса, это 10-й
вопрос в задании. Он тоже достаточно сложный. Там нужно было скоррелировать высказывание и автора, и кому это было адресовано. Так, высказывание, которое приведено, несколько высказываний, не все имели буквенное обозначение. Дальше идут портреты, они имели цифровое обозначение. Вот надо было высказывание, то есть цифру, найти соответствие букве, портрету, то есть букву высказывания, найти соответствие цифре, портрету, и далее кому адресовано, вписать. Естественно, надо было еще и назвать, кто изображен на портрете. Сложное задание. Где-то в среднем правильно ответили по 3-4 утверждения. 3-4 вот таких зависимостей, соответствия было правильно. Так, чтобы кто-то все правильно ответил, такого ответа не было. И, естественно, если есть правильная зависимость выстроена, правильная корреляция, то за каждую верную строчку участник получал 1 балл. Максимально можно было получить 8. Там еще был один лишний портрет. Это портрет Пастернака. Указали тоже далеко не все. Человек 6 правильно определили. Итак, это первый тур. То есть в первом туре там все очень четко прописано. Есть ключи, есть количество баллов, которое соответствовало верным ответам. И все определено ключами. Теперь, что касается второго тура. Первая часть второго тура, она одинакова и для 8 класса, и для 9 класса, простите, и для 10-11. Первая часть – это историческое эссе. Что было предложено? Было предложено несколько цитат. Автор цитаты был указан. Как правило, это историки. И нужно было выбрать цитату для исторического эссе и в виде эссе с жанровыми особенностями эссе нужно было порассуждать на эту тему. В самом задании очень четко сформулировано, что от участника ждут. Вот было написано, можете посмотреть в самом начале, перед высказыванием, в самом начале. Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о событиях и деятелях отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой вашего сочинения эссе. Ваша задача – сформулировать собственное отношение к данному утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися вам наиболее существенными. При выборе темы исходите из того, что ясно понимаете смысл, можете выразить свои отношения, располагаете конкретными знаниями, владеете терминами. При написании постарайтесь исходить из того, что жюри, оценивая ваше эссе, будет руководствоваться следующими критериями. Первое – обоснованность выбора темы. Оценивается вводная часть к работе. Требуется внятное объяснение, демонстрирующее заинтересованность и четкая постановка задач. 4 задачи и общая проблема. То есть надо было понять, какую проблему автор высказывает, к какой проблеме относится это высказывание, и поставить четко задачи, которые следует решить в ходе рассуждения об этой проблеме, решения этой проблемы. Ну вот большинство не поняло, что такое задачи. Вот для учителей хочу сказать, что вы все, обучаясь в ВУЗе, писали курсовые работы, есть цель. В данном случае цель – это проблема, и задачи, которые нужно решить, чтобы достичь эту цель. Многие не поняли, что такое задача, и даже не пытались.
Есть, которые сформулировали 4 задачи, их тоже немного, их, наверное, из всех, вот, которые, из всех участников, наверное, человек 7. Они пытались сформулировать задачи. Некоторые из 4 поставили 2. Человека 3-4, может, поставило 4 задачи. То есть в чем смысл? Я сейчас кратенько вам скажу, что требовалось от школьников, как это регламентируют ключи. Я возьму только те высказывания, которые касались избранных школьниками, участниками тем. Вот было о договоре Олега с Византией. Первое. Нужно было четко сформулировать проблему. Характер взаимоотношения Древней Руси и Византии. Специфика международного положения Древней Руси и факторы его укрепления. То есть сформулировать проблему. Проблема. То есть характер взаимоотношений Древней Руси и Византии. Ставить проблему. Рассмотреть русско-византийские отношения в 9 начале 10-го. Привести основные факты, связанные с походами Олега, условиями и характером заключения договора 911 года. Охарактеризовать состояние Византийской империи в начале IX века и дать оценку основным направлениям деятельности Олега в контексте международного положения Руси. Требовали ключи именно рассуждения по такому алгоритму и четкое определение вот этих направлений участников. Если выбирали победу на Куликовом поле, вот 3-я позиция, победа на Куликовом поле сгубила Мамая, но не создала какого-либо перелома в русско-татарских отношениях и так далее. Проблема. Историческое значение Куликовской битвы. Задачи. Рассмотреть характер отношений Руси и Орды накануне битвы, привести основные факты, связанные с Куликовской битвой, и определить ее влияние на характер русско-татарских отношений. Рассмотреть характер отношений Руси и Орды к концу 15 века и дать общую оценку значения победы на Куликовом поле. Вроде бы как все простенько, но если ученик не понимает, что такое задача, он может об этом рассуждать, но в ключах требуется четкая формулировка задач. Там так вот четко написано: сформулируйте 4 задачи. Если были какие-то задачи, хотя бы которые попадали под эту проблему, естественно, мы их засчитывали, пусть они не так были сформулированы, но мы их учитывали. Но тем не менее большинство не знает, как ставить задачи. Задачи, значит, с помощью каких направлений раскрыть тему. Было вот 6-е задание. Екатерина II замыкает собой ряд исключительных явлений нашего во всем неупорядоченного XVII века. Она была последней случайностью на русском престоле и провела продолжительное обычайное царственность, была целую эпоху нашей истории. Проблема. Оценка политики Екатерины II и ее значения для истории России. Задачи. Привести основные факты, связанные с внутриполитической обстановкой, рассмотреть обстоятельства прихода к власти Екатерины II в контексте этой обстановки, рассмотреть основные факты, связанные с деятельностью Екатерины на престоле, дать оценку этой деятельности. Крестьянский вопрос. Тоже там было про Александра, почему он его 7-е задание. Проблема. Крестьянский вопрос в политике Александра I. Нужно было четко на это 7-е задание написать. Привести основные факты, связанные с попытками решить крестьянский вопрос. Дать оценку этому направлению деятельности Александра I в контексте подготовки к отмене крепостного права. Охарактеризовать позицию русского дворянства по крестьянскому вопросу при Александре I. И рассмотреть основные причины, не позволившие Александру I решить крестьянский вопрос. Вот эти задачи привели бы к решению проблемы. Далее идет 9-й. Вот выбирали тоже 9-й, 8-й никто не выбрал, не буду про него говорить. Со времен Петра Великого ни одна из войн для нашей страны не была войной за будущее в такой степени, как русско-японская. Может, 8-й выбрал, я ошибаюсь, но может быть 1-2 человека, поэтому я взяла темы, которые выбрали большинство. Так. Проблема. Значение русско-японской войны для дальнейшего развития России. Поскольку Ольденбург говорит, со времен Петра Великого ни одна из войн для нашей страны не была войной за будущее в такой степени, как русско-японская, задачи ставятся такие. Рассмотреть политическую обстановку и охарактеризовать расстановку сил на Дальнем Востоке накануне русско-японской войны, привести основные факты, связанные с русско-японской войной, и определить ее влияние
на внешнее и внутриполитическое положение России, привести основные факты, связанные с внешней политикой Петра I, прежде всего с Северной войной, и сравнить значение Северной и русско-японской войн для будущего России. Некоторые ставили задачи, там одна или две у кого-то звучали, многие выбрали эту цитату. Ну, справились, конечно, на 50 баллов практически никто не справился, это точно. Условия гражданской войны требуют от ее вождей тех качеств, коими русские генералы отнюдь не обладали. Они требуют широкого ума, умения понять интересы и желания населения, умения повести их за собой. И все это наряду с существенно необходимым талантом стратегическим. Соколова о причинах поражения белого движения. Проблема, которую надо было поставить, роль руководства белого движения в поражении в гражданской войне в России. Следующие задачи для обоснования авторской позиции. Рассмотреть специфику гражданской войны в России, охарактеризовать общую расстановку сил в стране, интересы основных групп населения, привести основные факты, связанные с деятельностью лидеров белого движения, и дать оценку этой деятельности в контексте итогов гражданской войны. Такие задачи по такому плану предполагалось, что будут рассуждать. 11-е задание. Россия вроде и восстановила после войны экономику, вроде и размахнулась, но до уровня 13-го года, 1913-го. А к 1928-му пришла с устарелым оборудованием, Россия бежала от отсталости, но отсталость неумолимо гналась за ней. Левин. Проблема специфика экономического положения России в годы НЭПа или необходимость выработки нового экономического курса. Ну и задачи. Рассмотреть экономические итоги гражданской войны, охарактеризовать основные направления НЭПа и его значение для преодоления послевоенного экономического кризиса, привести основные факты, связанные с итогами НЭПа к 1928 году, определить комплекс нерешенных экономических проблем в контексте выработки властью нового экономического курса. Вот такие задачи ожидалось, что поставят участники. По-моему, тут задачи, не знаю, кто-нибудь ставил. И последние, которые выбирали наиболее часто, более 3 раз. Сталин нанес армии самый страшный удар, какой вообще можно себе представить. Армия стала ниже на несколько голов, она потрясена морально до самых своих основ, интересы обороны страны принесены в жертву интересам самосохранения правящей клики. Проблема – это влияние репрессий на состояние вооруженных сил СССР накануне войны. Для обоснования авторской позиции нужно привести основные факты, связанные с проведением репрессий в армии и на флоте в конце 30-х, дать оценку репрессиям и их влиянию на обороноспособность страны и моральное состояние армии, охарактеризовать внутриполитическую обстановку в стране в конце 30-х и связать особенности этой обстановки с политикой репрессий, определить характер интересов правящей верхушки и личной Сталина в контексте политики репрессий. Вот что ожидалось. Я хочу сказать, что вот особенно на последние были ответы или рассуждения такие, что автор не согласен с этим выражением, и приведены аргументы, но очень часто аргументы черпают из ненаучной литературы, а из каких-то порталов, из каких-то форумов, где рассуждают, ну, мягко говоря, дилетанты, не руководствуясь достижениями научными, публикациями научными, и поэтому приходят к ошибочным выводам. Понятно, что должна быть авторская позиция в эссе, должно быть вот это слово автора и демонстрация такого настроения заинтересованности в исследовании проблемы. Эссе предполагает диалогический такой контекст. Человек разговаривает в эссе с потенциальным читателем, задает риторические вопросы. То есть как жанр эссе понимают не все, но очень многие демонстрируют свою личную заинтересованность, почему они обращаются к этой теме. И вот если поставлены четко 4 задачи, если четко сформулирована проблема, если есть личная заинтересованность, своя авторская позиция, почему это интересно человеку, то вот уже вводная часть, она предполагала 10 баллов. Конечно, 10 максимально, кто-то максимально было 6.
по моим подсчетам. Заключение – это выводы, это ответы на поставленные задачи. Оно максимально оценивалось в 5 баллов. Заключение тоже было общим. Оно не было утверждением каких-то правильных положений, правильных выводов, конкретных верных элементов, верных утверждений по заданной проблеме и по поставленным задачам. Если бы это было, то получили 5. В основном за заключение получали 1-2 балла. Редко кто-то 3 получал. Вот. Но и непосредственно сам основной текст, он оценивался в 20 баллов. Если все эти проблемы раскрыты четко, то за каждую раскрытую четко проблему можно было получить 5 баллов. Если продемонстрировано творческое отношение, если продемонстрированы знания из историографии, если еще какие-то есть источниковедческие мысли, то это еще дополнительно за творчество 5 баллов, за владение историографией, знание различных точек зрения по проблеме, еще 10 баллов давалось максимально. То есть максимально можно было завоевать 5 баллов за это эссе. Но за эссе максимально у нас вот получила так, один человек 33 балла, один 38, да, 2 человека 33, кто-то 41 получил, и, значит, 42 еще было, 40. А так в основном 20, 22, 26, 18, 7 даже было, 1 было. Кто-то вообще не писал, естественно, 0 баллов. И так далее. Так, теперь, что касается второго тура, сколько у нас времени? Ага. Теперь, что касается второго тура, второго задания, исследовательского проекта. Что касается 9 класса. 9 класса, вот исследовательский проект в 9 классе, был приведен текст, который касался сословных интересов русского купечества и особенностей социально-экономического развития России во второй половине XVIII века. Текст выступления Блинкова. И он на 2,5 страницах. Нужно было этот текст внимательно прочитать. В конце текста есть план работы, который рекомендуется участнику. Нужно было сделать как бы вступление, нужно основную часть и выводы. Вступление предполагало уже четко, вот в конце там, текста, вступление, рекомендованный план работы. Да. Предложите свои объяснения предложенной темы, 2-3 предложения. Дайте характеристику исторического момента, отраженного в источнике. Что вам известно об уложенной комиссии? Какие иные события, исторические даты, термины и понятия государственные решения характеризуют данный период в контексте темы? За это можно было получить 10 баллов. Дальше. Характеристика источника и возможностей, которые он дает для освещения проблемы. Обратите внимание на следующие вопросы. К какому типу источника принадлежит данный документ? Каковы характерные особенности? Кому обращено выступление? Как влияет это на содержание документа? Почему можно говорить, что выступление выражает именно сословные требования купечества в целом? Почему данный документ позволяет раскрыть предложенную тему? 10 баллов. То есть четко. Дальше уже направления основные. Взаимоотношения купечества и дворянства, взаимоотношения купечества и крестьянства, купечества и государства и выводы. И мы просим вас обозначить цифрами части работы, соответствующих пунктам этого плана. Имейте в виду, что жюри будет обращать внимание на умение четко сформулировать ваши положения и аргументировать их с помощью детального анализа источника. Ну и что ожидалось? То есть дан четкий алгоритм, как надо работать. Во-первых, далеко не все цифрами обозначили, что они говорят, и жюри должно было самоопределять, к какому пункту относятся рассуждения автора. Иногда они не совпадали совсем и ни к чему не относились.
Характеризуя исторический момент, конечно, можно было назвать даты уложенной комиссии, даты правления Екатерины II, манифеста о вольности дворянства, жалованные грамоты дворянству, жалованные грамоты городам. За каждое из событий с датой начислялось по 1 баллу. Всего до 3 баллов за 3 и более даты. Если бы они упомянули такие исторические понятия и термины, которые касаются этого периода, просвещенный абсолютизм, эпоха просвещения, сословный строй, податные или неподатные сословия, золотой век русского дворянства, то есть те термины, которые характеризуют этот период, это тоже учитывалось 1 балл за 2 и более исторических терминов и понятий. Нужно было дать характеристику уложенной комиссии в какой-либо форме, упомянул такие характерные черты и обстоятельства, как, например, представленность всех основных сословных групп, возможно, в виде их полного или частичного перечисления, отсутствие депутатов от крепостных крестьян, как особенность, нацеленность комиссии на создание нового свода законов, написание Екатерине II наказа для уложенной комиссии, подношение уложенной комиссии Екатерине II титула «Великая», досрочный распуск уложенной комиссии официально в связи с началом русско-турецкой войны, возможная обусловленность досрочного распуска острыми спорами по крестьянскому вопросу. Высказать мысль о том, что данный документ появляется в период развития промышленности и торговли, всероссийского рынка, капиталистических отношений. За такое наблюдение еще 1 балл. В целом, за характеристику исторического момента можно было набрать 8 баллов. Характеристика источника и возможностей, которые он дает для освещения проблемы. К какому типу принадлежит? Короче, там все вопросы для участника имелись в задании. Документ можно отнести к источникам публицистического жанра, можно было ответить, можно было к источникам личного происхождения, поскольку это публичная речь. Выступление построено по четкому плану, последовательно разбираются отношения купцов с крестьянами, с дворянами и так далее. Документы присущи черты прошения, он напоминает челобитные прежних времен. Выступление, адресованное императрице, многие это указали, кстати. Выступление, адресованное и депутатам уложенной комиссии, это еще больше указали, среди которых преобладали дворяне, но были депутаты от купечества и государственных крестьян. Отстаивая интересы своего сословия, автор должен демонстрировать лояльность императрице и дворянству. Источник отражает позицию купеческого сословия, потому что депутат был избран именно его представителями в этот орган, именно для защиты их интересов. Тоже там 2 балла. В документе дается характеристика противоречий между купечеством и другими сословиями именно в социально-экономической сфере, торговля, строительство фабрик и так далее. В целом, за характеристику исторического источника участник мог набрать до 10 баллов. До 10 баллов. Третье, взаимоотношения купечества и дворянства. Надо показать, в чем суть противоречий и какие автор предлагал способы устранения. Депутат заискивает перед дворянством в самом начале фрагмента, подчеркивает его привилегированный статус в сравнении с купечеством. Дворянство активно занимается развитием вотчинной промышленности и составляет конкуренцию купечеству. И в этой конкуренции купечеству сложнее победить, поскольку дворянство использует бесплатный крепостной труд, а купец нанимает работников за деньги. Депутат что предлагает? Запретить крепостной труд в промышленности, оставить только вольнонаемный. За нарушение этого принципа штраф предлагает ввести. Депутат предлагает разрешить купцам владеть крепостными, иначе мастеровые люди могут набраться опыта и уйти от купца, чтобы самим основать мануфактуру, которая будет конкурировать с мануфактурой бывшего нанимателя. Депутат считает, что крепостные нужны для правильной организации торговли, иначе есть риск похищения наемными приказчиками денег. Могут быть приняты и другие правильные ответы, это далеко не полный перечень, но почему-то одно-два предложения, или, я не понимаю, или им времени не хватило, или документ не поняли, или решили, что нужно кратко все сделать. В общем, времени было предостаточно. Например, в Сыктывкаре у нас многие досрочно закончили, досрочно сдали и ушли. Надо было поработать. Надо в следующей Олимпиаде нацеливать на том, чтобы максимально подробно
по предложенному плану работать. Точно так же купечество и крестьянство. Депутат подчеркивает выгодность для крестьянства купеческих мануфактур, которые снабжают их продукцией и предоставляют работу. Крестьяне активно занимаются торговлей и составляют конкуренцию купечеству. Эта конкуренция является нечестной, поскольку крестьяне могут со своего двора компенсировать свои издержки, а купцы нет. Купцы должны покупать товары. Депутат предлагает крестьянам, занимающимся торговлей, записываться в купечество и вести учет записавшихся. Депутат предлагает запретить не записавшимся в купцы крестьянам розничную торговлю, запретить розничную торговлю тем, кто не записался. И депутат предлагает запретить крестьянам торговать в городах, а также на ярмарках, и разрешать им только сельскую торговлю с лосом. Можно было принять иные наблюдения, и они приняты, если у ребят они были. Но если понятно, что там сказано, за это 10 баллов дается, то понятно, что за одно утверждение 10 баллов никто не поставит. 10 баллов надо зарабатывать, давая максимальное количество утверждений и свидетельств, причем приводить их просто из источника, а не выдумывать. В источнике все описано, и описано очень последовательно. Купечество и государство. Депутат подчеркивает благодарность купцов императрице за правильность торговли. Депутат отмечает государственные повинности и вывозные пошлины купечества государства. Депутат намекает, что для государства выгодно, чтобы крестьяне оставляли землепашество и уходили в торговлю. Он утверждает, что привлечение дворянами крепостных для работы на фабрике разоряет их, не позволяет платить подати. Цель этой заботы в том, чтобы укрепить положение купечества в торговле и промышленности. Ну и выводы. Особенность социально-экономического развития России в это время – это развитие рыночных отношений, промышленности и торговли. Этой особенностью хотели воспользоваться все основные сословия российского общества. Для купечества эти сферы экономической деятельности были особенно важны, поэтому оно использовало участие в уложенной комиссии для обеспечения своего сословного доминирования в этой сфере и рассчитывала на помощь государства. Вот до 3 баллов. Вот этого ожидали от исследовательского проекта. Здесь еще важно, чтобы научились внимательно читать вопросы и рекомендации. А поскольку они не читали, то иногда они совсем переставляли местами свои рассуждения, не в той последовательности, в какой предложено. Но, конечно, это все учтено было, но просто жюри приходилось дольше работать. Следовать алгоритму – это намного легче, и для них легче, и источник, этот алгоритм соответствует расположению информации в источнике, поэтому легче было и с источником работать. Ну вот, что касается исследовательского проекта 9 класса, то максимальное количество здесь 27 баллов. 27 баллов, их набрали 28. Один набрал 28 и 2 по 27. Вот. Выше этого не поднялись. Что касается 10 класса. Вот 10 класс, они вообще не поняли, что такое источник. Речь шла о поэме Константина Симонова. И задача заключалась в том, чтобы внимательно прочитать и вот этот источник использовать для того, чтобы написать проект на тему «Прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Взгляд из конца 30-х годов». Вот этот взгляд из конца 30-х годов большинство не поняло или проигнорировало. Я не знаю почему. Взгляд из конца 30-х годов, он уже говорит о том, что этот источник, это вот как раз поэма Симонова, которая написана в конце 30-х годов, она является источником. И по ней нужно характеризовать взгляд общества на те события, которые были в прошлом, в настоящем и в будущем. Очень многие, характеризуя источник, а там, значит, надо сначала поставить проблему, а потом охарактеризовать это художественное произведение как исторический источник. То есть
взгляд, который сформировался в 30-е годы, он зафиксирован в этом источнике. Почему-то многие отнесли этот источник к событиям, которые здесь описываются, к 1918 году, к периоду ледового побоища, к периоду Орды и так далее. То есть вот не поняли, и отсюда и результаты. Результаты, казалось бы, у 10-11 класса должны быть выше, чем в 9, поскольку уже способности другие сформированы и компетенции. Но тем не менее, более высокого результата не обнаружилось. И прежде всего из-за ошибки характеристики источника. Не поняли, о чем речь. Так вот, значит, что предполагалось? Там тоже дана очень четкая рекомендация, что зачем, поставить проблему, дать характеристику источника. Дальше исторические события, упомянутые в поэме, назвать не менее 10 событий и указать их с точностью до даты. Дата это уже они должны знать, не указаны в поэме. Далее исторические параллели, причем написано: исторические параллели и их значение для восприятия событий прошлого через призму настоящего и наоборот. 5 баллов. То есть речь шла о том, что если исторические параллели, 5 параллелей провести, они могли бы получить 5 баллов. Но некоторые просто сказали: параллели захватнических настроений, допустим, в годы правления Александра Невского и в годы Первой мировой войны. И все. А требовалось конкретно параллели с цитатами из этого произведения. До этого далеко не все додумались. Это было надо кропотливо работать, выискивать и приводить, и цитировать эти описания и сравнивать, найти, что было параллельно. Вот далее 5-й образ врага поэме. Тоже приведите не менее 10 развернутых наблюдений. Четко сказано, не менее 10. 1, 2, 3 приведут большинство, или не могут найти, или уже подняли кверху руки, что они не смогут, не поняла. 6-й. Настоящее и будущее в поэме. На основе анализа предложенных фрагментов поэмы приведите не менее 5 развернутых наблюдений по данному вопросу. Настоящее и будущее. То есть как характеризуется настоящее? Какими словами оно описывается? Что имеет в виду автор? Может быть, даже в контексте тех событий, которые автор должен, которые участник должен знать, что происходит в конце 30-х годов, и вот как там они описаны, что имеет в виду автор, и будущее в поэме. Ну и выводы. Основные особенности восприятия событий прошлого должно сформировать данное произведение. В основном пишут, патриотизм должен сформировать. Ну, патриотизм верно, но это слишком мало для ответа. Какие основные особенности восприятия событий настоящего должно сформировать данное произведение? Какое отношение к ближайшим историческим перспективам? И на основе анализа предложенных материалов сформировать до 5 наиболее важных характеристик этого восприятия. Что ожидалось? Постановка проблемы уже давала 10 баллов. Проблема заключалась в чем? В чем заключалась специфика восприятия советскими людьми конца 30-х годов событий прошлого и настоящего? Исторический период – это 30-е годы, более конкретно с 33-го до 39-го, от прихода к власти Германии Гитлера до подписания пакта о ненападении и договора о дружбе и границах с Германией. В связи с характеристикой периода могли быть названы любые события, непосредственно связанные с темой проекта. Варианты: все, что связано с нарастанием военной угрозы в Европе, гражданская война в Испании, репрессии в СССР, съемка фильма «Эйзенштейн», Александр Невский и так далее. События, которые относятся к 30-м годам. Исторический момент – это 1937-38. Важно, чтобы участник отметил, что перед нами именно специфическая ситуация, когда кульминация военных ожиданий накладывается на резкое обострение внутриполитической ситуации в связи с кульминацией репрессий. Подобное произведение не могло бы появиться и уж точно быть опубликованным в 1939-1941.
Наличие подобного наблюдения поощряется 1 баллом. Характеристика художественного поэтического произведения как исторического источника. На основе анализа предложенных материалов надо сделать не менее 3 развернутых наблюдений. 3 балла за специфику источника. Поэтическое произведение, можно было сказать, носит субъективный характер, авторское произведение, эмоциональный характер, личностно окрашенный. При этом автор не просто творил образы, а опирался на первоисточники, на что указывает эпиграф к произведению. Поскольку произведение предполагалось для массового читателя, это многие ответили, указали, оно неизбежно находится под влиянием официальной идеологии, это немногие указали. 2 балла за информацию об авторе. То есть, кто такой Симонов? Если участник понимает, что в 1937 году, когда была создана поэма Симонова, еще не был известным признанным автором, а совсем молодым человеком, который только завоевывал себе место в литературе. В этой связи обращение автора к такой злободневной теме вполне закономерно. И Симонов попал в цель, публикуя это в журнале «Знамя», потому что сразу становится известным после публикации этой поэмы. Исторические произведения, которые упомянуты в поэме. Назовите не менее 10 событий, и даты надо было назвать. Это сложно, потому что основные-то назвали события и даты, но чтобы 10, тоже никто. Батыево нашествие или татары были у ворот 1937-42, любые даты в этом диапазоне принимались. Шведы на новгородской земле, Невская битва, на Новгород напали шведы 1940, взятие ливонцами из Борска 1240, взятие ливонцами Пскова 1240, взятие Невским Копорья 1241, освобождение Невским Пскова 1241, Ледовое побоище 1242, разгром Ливонского ордена во время Ливонской войны 1560-1561 принимали обе даты, вступление русских в Берлин 1760, многие сделали ошибку, написали 58, взятие немцами Пскова 1918, освобождение Пскова 1918, там была и про Бонапарта, Отечественная война 1812, и Первая мировая война как таковая, тоже, если кто указывал, засчитывали. В общем, надо было набрать 10 с точными датами, 10 никто не набрал, половину набрали многие. Параллели. Параллели вот надо было тоже показать, как с цитатами. События захвата Пскова в 1240 и 1918, и там захватнические цели и роль предателей. Оккупационный режим 1240-42 и 1918, жестокость захватчиков, и там описано образно очень. Дальше вот там 1918 и 37-38, где о немцах гестапо говорится. Изгнание немцев из Пскова 1241 год и в 1918 параллели. 7 веков противостояния и ситуация конца 1930-х. Можно было найти параллели. Дальше образ врага в поэме. На основе предложенных фрагментов надо было привести не менее 10 развернутых наблюдений. Важно было выделить, что враги есть внутренние и внешние, четко показаны. Предатели, внутренние враги и внешние. Внешний враг формально немцы-завоеватели, преследующие захватнические и религиозные цели. Для их изображения использованы шаблонные, растиражированные образы, в том числе и в массовых изданиях, на карикатурах. Железные кресты, каски, кривые закрученные усы, ассоциация с Вильгельмом. Мясистый кадык, немецкий сапог. Вот если приводили такие, мы уже ставили характеристика растиражированных образов по баллу за каждый фактически процитированный такой образ. Важно, и некоторые это заметили, в честь участникам надо сказать, враг не немцы как этнос, а именно завоеватели. Это 1 лишний балл получали те, кто это заметил. К немцам, как к простому народу, автор поэмы относится сочувственно. Пишет: «Не жаль солдат», и даже с симпатией говорит: «Народ Германии родной».
внутренний враг, наоборот, вызывает только резко отрицательные чувства. Этот враг тоже не меняется с веками. Твердила в XIII веке 5 городских землевладельцев в 1918. Он пытается, этот враг, предатель, использовать внешний фактор для достижения своих корыстных целей. За это наблюдение тоже балл давался. Он способен на любое предательство. 1 балл. Внутренний враг скрывается, потому что надо быть бдительным особо. Походку изменил, бородку сбрил, бродит где-то вблизи границы по лесам. В общем, это о враге. Надо было максимально вычленить все характеристики. Их там больше, чем 10. Намного больше. И надо было привести для максимального балла 10. Настоящее и будущее в поэме. На основе анализа предложенных фрагментов привести 5 развернутых наблюдений по данному вопросу. Что ожидалось? Настоящее общество ждет большую войну. Общество ощущает внешнюю и внутреннюю угрозу. Общество консолидировано перед лицом этой угрозы. Будущее, твердая уверенность в неизбежной победе над врагом. Это практически все отметили. И более того, в победе революции в Германии, торжестве мировой революции, поэма заканчивается словами из «Интернационала». 1 человек на это обратил внимание и за это получил дополнительный балл. Ну и выводы. Какие основные особенности восприятия событий прошлого должно сформировать данное произведение? Какое отношение к ближайшим историческим перспективам должно сформировать произведение? И на основе анализа сформулировать до 5 наиболее важных характеристик. Ну вот ожидалось, что заметят участники, что прошлое видится автору как постоянная борьба с внешней и внутренней угрозой, борьба за выживание самой Руси, России в другом случае. Успех этой борьбы зависит от способности объединиться, преодолеть внутренние разногласия, противоречия между отдельными землями и группами населения. Несколько человек только заметили, что объединение вот к чему призывает. Единение в борьбе перед врагом, перед угрозой войны. Настоящее видится как продолжение прошлого с точки зрения исторического конфликта между нами и западными соседями. Будущее видится в самых оптимистичных тонах. Ожидание войны не связано с чувством драматизма. Автор не сомневается в скорой победе, что полностью соответствует официальной идеологии и, возможно, возрасту автора поэмы. То, что уверен в победе, это тоже многие отметили разными словами, и это было зачтено. И, конечно, ожидалось уже такое заключение зрелого человека. Поэма, несомненно, отразила официальную версию отечественной истории. Официальную версию отечественной истории, естественно, современную этому произведению и автору. В то время, когда он шел. Это тоже надо было указать, ожидалось, что это поймут и укажут. Но поскольку исторический источник, поэму как исторический источник, отнесли, я говорю, что к прошлому веку не поняли суть его, то здесь, видимо, предстоит работать и прежде всего говорить с ребятами о том, что художественная литература в определенном смысле тоже может быть историческим источником, чтобы выявить взгляд общества, общественности на какие-то события конкретного периода, взгляд из конкретного периода. Это вот как раз литература, как описываются эти события, что чувствуют, мыслят авторы, как они показывают это видение диалогов действующих лиц в этом произведении, собственные какие-то умозаключения и так далее. Поэтому все четко идет по ключам, оценка велась строго в соответствии с теми предложенными измерительными материалами, которые были в руках жюри, которые представили составители вопросов Олимпиады, и зачитывались близкие или сходные, или те позиции, которые предложили участники, не содержащиеся в ключах, но раскрывающие суть проблем вот по этому второму туру. То есть мы старались учитывать все максимально. Поэтому я думаю, что вопросов-то особых быть не могло, и каждый участник, он понимает сейчас, где он допустил ошибки и в чем состояли их основные проблемы.
Спасибо большое за внимание. Да, хотела несколько слов сказать по поводу подведения предварительных итогов. Оно у нас случится после показа работы, проведения процедуры апелляции. Предварительные итоги будут размещены на сайте регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей. И окончательные официальные итоги будут подведены только после 6 марта и будут опубликованы на сайте регионального центра, на сайте Министерства образования и науки Республики Коми. Мы благодарим вас за внимание, желаем успехов, побед в дальнейшем. На этом у нас все. Если есть какие-то вопросы, можете к нам в региональный центр обращаться. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. Я вам дошечку дам. Сейчас